специалист по тибетский, индийский, персидский, арабский, медицине, в том числе косметологии. Я терапевт и биолог-химик. Я 7-е поколение. Мы занимаемся целительством. Школа целительства не существует, оно передается от предков потомкам. Этот препарат замч, оно образуется в горах. Его называют алюмикалевые квасцы. Его животные находят, от много болезней облизывают. Оно бывает в виде кристаллов, в виде солей. И избавляется от много недуг. В составе этого замча доктора алюмикалевые квасцы есть золото, есть платина, есть серебро, есть железо. Практически весь таблица Менделеева. Для этого самый первый, оно считается иммуномодулятором. Он восстановит иммунную систему. Он, нормализует среду. В нашем организме есть два среда. Это щелочная среда и кислотная среда. Многие паразиты, многие это болезни из-за того, что там среда меняется. Особенно эти инфекционные болезни, они живут или в кислотной среде, но больше всего щелочно. А если мы будем изменить кислотную среду на щелочной, многие бактерии, инфекции погибают, потому что это не их среда, они не могут выживать. Вот этот препарат доктор Замш, это Тахири, оно снижает давление, убирает все кожные проблемы. У него по натуре, сухая натура, это народная медицина. Он высушивает всякие болезни, особенно трофические язвы. Веснушки, которые образуются, или маленькие прыжки, это, в теле или лице. Кроме этого, оно излечивает сахарный диабет. Его можно использовать при болезни сердечно-сосудистой, особенно давление. Он снижает давление, нормализует давление, расширяет сосуды. А кроме этого, оно, если по дозировку принимать, он раздробляет камни, почки и мочеточники и вводит в виде песка. Оно нормализует многие болезни, которые связаны с мочеполовыми органами. Особенно он очень полезен при болезни недержания мочи. Это цистит. Это часто случается у женщин и у мужчин. Вот его, если правильно по дозировке принимать, оно в течение 2 недель может это излечивать. А так годами люди излечивают цистит, оно не лечится. Кроме этого, оно подтягивает кожу. Его можно растворить, использовать для подтяжки лица, для отбеливания этого лица. Оно убирает морщинки. Если сперва мазать этот замчом, а потом миндальным маслом, оно убирает морщинки, омолаживает эту кожу. И оно очень полезно при герпесе. Если растворить и мазать, и принимать по примочке, оно в течение 2 дня избавляет от герпеса. Насчет герпеса я скажу, у меня был малярия. Там начал 40 градусов, вот такие язы появились. Я все мазы пробовал. Потом взял, просто это камень, растворял, на второй сутки, на третий полностью. С того времени начал изучать и сделал таблетированный форму. Сейчас 2007 года официально зарегистрирован Минздрав России, как сегодня. Я и в России выпускал здесь. Да. Сейчас в Таджикистане и Узбекистане, потому что сейчас потребность очень много. Люди спрашивают, я много не могу. Немножко сделано это. Надо на уровне правительства сделать выпускать всем странам разным. Показания практически нет. Я говорю, это соль земли. Все употребляют нормально, даже хотели в Москве, в ялах, которые добавляют детям пищи.
туда добавить. Каждый день 2 таблетки, у вас припадок силы не будет, макроэлементы состав будет нормально. Можно употреблять. Сколько таблеток? 60. Я, например, иногда сам пьявки, кровотечение, сразу таблетку взял, поставил, а не оставил. Очень хорошо, широко использовать. А передозировки? Надо все в мере знать. Смотри, вино для трезвых рай, вино для пьющих ад. Пей вина, ну меру знай. Вино в избытке яд. Все в мере это лекарство. Вот когда в меру человек знает, он должен быть. Все наши болезни от неправильного питания, переедания, много. Вот раз начинаем, он пускай говорит по феруле, потому что он тоже давно работает. Я это дополнение сделаю, да, вот. Здесь форматически тоже, да, вот. Перевещали еще никем не изучено. В народной медицине авиценна говорит, если его больше 2 граммов в день принимать, он или человека убьет, или да, вот это все седые волосы становятся черными. Потому что у него очень горячая натура. Почему мы сидим? Потому что в нашем организме больше царствует натура холодного. Холодная натура, горячая натура, сухая натура и влажная натура. Это натуропатия. Вот он нормализует натуру человека. Все в мире. Здесь дозировка, все это форматически должно соблюдаться. Еще раз можете повторить, для чего вот это предназначено? Ферула или Да, это? вот это. Это альбекаловые квасы, оно, короче, вес таблица Менделеева, да, вот. Все это, то, что микро-макроэлементы нам нужны ежедневно, в ее составе есть. Полностью, да? Полностью. Он иммуномодулятор, он восстановит нашу иммунную систему, снабжает всякими витаминами, микро-макроэлементами наш организм. Один раз в день? Можно 1, 2, 3 раза можно принимать. Смотря какой болезнь. один раз утром. А если у вас серьезная онкология 2-3 месяца принимает, вот они сочетание, это второй препарат ферула, прошли клиническое испытание на 3 тысячи онкологических больных в Москве, Санкт-Петербург. Потом фильм покажем, посмотрите. Про ферула, он вот ферула лечит опухоль, омолаживает тело. Вот это ферула, вот такой трава. Так, при Союзе 7 человек защитили диссертацию как антиопухоли, антипаразитарные, антиэпилептические, омолаживает свойства. Противогельминты очень хорошо выводятся в яму. Так, я же простые вещи не буду делать, чтобы эффективность. Я специально привел в Россию, зарегистрировал справочник лекарств в России есть. Где теперь купить это? Вот сейчас только здесь и в Москве есть центр травяной лавка Гордеева. Там 40 такие есть по России, вот сами. Есть, да? А Тверская 7. С Москвы. Вы сказали антиэпилептические? А, Тоже, припадки снимаются. да? Судороги снимаются, все это. Я думаю, это антипаразитарное действие Да. все-таки. Я вкратце Сейчас здесь объясняю, да, вот. добавлено еще Да, куркума. объясняйте. Он как биолог. Да, да. Ферула, это в мире растет более 120 видов. Его растение вот так выглядит. Но всего 2 вида используются в медицине. Ферокаканика, феробухарика. Так его латинское название. Да, да. Ферула раньше шелковые пути, а остальной их продукцией была вот эта ферула. Ферула раньше стоила дороже, чем золото. Там раньше люди жили по кастами. Если кто-то увидел, что простой человек принимал ферулу, его отрубили голову, потому что он не заслуживал. У царей, если у них не было ферула, его не считали богатым, да, вот. Он считается как лекарство и как приправа. От всех недуг. Во всем всех болезнях используют его. Вас надо привести к нам в день. Я хотела бы лечебный центр. Я не привык, когда я разговариваю, да, вот, перебиваете, вот.
Вы задали вопрос, вы должны были слушать. Мне интересно было. Ферула излечивает онкологические болезни. Противопаразитальные свойства имеет. Омолаживает печенку. Все болезни печени он излечивает. Все болезни почки. Особенно опушение почки. И все то, что связано с почечной болезнями, да, вот оно, короче, излечивает. Он убирает многие болезни, симптомы нервной системы. Особенно припадочные, да, вот, упадок сил и так далее. Он нормализует кровообращение головного мозга. Он укрепляет центральную нервную систему. Он выводит все токсины из организма. И оно единственное лекарство, которое цирроз печени излечивает. Вот я кратко, вот, короче, вот я вам объясню. А поскольку пить Его дозировка единственное, то, что, да, вот, в мире, да, вот это впервые разработан этот препарат и вот этот замш, алюмикалий квасы, хотя его знают, в медицине используется, в аптеке есть алюмикалий квасы, его используют наружно. И еще есть глицерин с бурой. Бура тоже, когда поджигает, да, из этой квасы получается бура. Для гинекологической болезни используется. Единственный в мире, только доктор Тахири его разработал в фармацевтическом дозе, который его можно без никакого страха, без никакого последствия можно использовать. И в том числе и ферулу. Нигде не выпускается. И из него готовят различные приправы индийские. И вот сейчас в данный момент начинал Индия выпускать самых дорогих препаратов, использовать ферулу. Оно покупается в Средней Азии, это ферулу, и, короче, используют в своей фармации. А так, побочные действия, а так, чтобы оно вредило, еще истории не было. Кроме пользы, оно никакого вреда не принесет. Но каждая вещь должна иметь свою фармацевтическую дозу. Здесь все предназначено фармацевтическая доза, и поскольку принимать по аннотации находится. От эпилепсии какая дозировка? Смотря возраст какой. 50. Ну, 50 по 2 таблетки 2 раза. 2 раза в день? Сейчас смотрите, вот при любой заболевании у нас есть 2 фильтра. Вот эта печень, функция нарушается, почки. Когда здесь нормализуется, постепенно станет достаточно, можно успокаивать суд. Поэтому в комплексе надо людям